30 мая 1944 года подписан приказ о создании Ижевского аэропорта. Расположился он на месте базирования комендатуры, обеспечивающей перелеты военных самолетов. По сравнению с современными аэропортами территория была очень скромная. Огорожена территория, да? Маленькие деревянные домики, там где есть летный состав, технический состав, и будочка на перроне, где, значит, находились техники, ну и другие работники, да. То есть по сравнению с этим портом это была территория, ну, можно сказать, не очень приглядная, да. Аэропорт носил статус транзитного. В день здесь совершали посадку 1-2 самолета, в основном на дозаправку и осмотр. Были и редкие пассажиры, число которых с каждым годом продолжало нарастать. В 1958 году на должность командира авиаэскадрильи Казанского авиаотряда прибыл Лев Акельман. При нем начала активно развиваться гражданская авиация. В работе он отдавал все силы, знания. Вот. Конечно, когда в 1958 году мы сюда приехали, из Чистополя, авиации фактически не было. 3 или 4 самолета было, Як-12, маленький самолетик, и Ан-2. Ну вот с этого времени началось, значит, создание летного отряда в Ижевске. После строительства районных аэродромов появились рейсы в Силты, Сюмси, Глазов, Каракулино и другие населенные пункты. Пилоты обслуживали нефтяников и геологов в их поисковых работах. Не раз вылетали на тушение пожаров, спасали жизни людей в отдаленных уголках Удмуртии. В то время хоть и маленькая авиация была, но авиационные пути в республике были развиты. Создавали, вылетали на районы, подбирали площадки, создавали там площадки по приему санавиации, пожарной охраны. Со временем принимается решение о строительстве нового аэропорта в районе деревень Старое и Новое Мартьяново. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.